Проходите, проходите, пожалуйста. Вот тут впереди есть места, Юрий Владимирович. Ирыгун Пурнеде Хизеп Юлдашсем, Пуставна Ира Кильне Перембада Ханазем, Ирын коллегазем, Ирыгун Пурнеде, Сире Пузрада, Сягнбек Эзе, Явочный жон, Худшинный жон, Тавзмахи Галашун. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья, дорогие наши гости. Чувствуем глубокой благодарности за ваше участие на сегодняшней конференции, потому что с учетом текущего момента и ряда проблем это было непросто сделать. Благодарю вас за это участие и начинаем работу Всероссийской научно-практической конференции «Исторический опыт нациестроительства и развития национальной государственности чувашского народа», посвященная столетию чувашской автономии. Вы знаете, что конференция она была отложена и должна была пройти 23 июня текущего года в канун именно юбилея, однако по известным причинам отложена, как я уже сказал, и решили все-таки мы наверстать упущенное. И даже это символично, то, что в ряду, большом ряду крупных мероприятий, прошедших, посвященных столетию чувашской автономии в республике в текущем году, по сути, мы завершаем, закрываем план мероприятий, выполняя его, осуществляя именно вот этой нашей научно-практической конференцией. Позвольте представить гостей сейчас президиума. У нас в гостях сегодня, большое вам спасибо, уважаемые коллеги, заместитель председателя правительства Чувашской республики, министр образования и молодежной политики Алла Леонидовна Салаева, депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель комитета по финансовому рынку Аксаков Анатолий Геннадьевич, депутат Государственной Думы Малов Николай Владимирович и депутат Государственной Думы Маляков Игорь Юрьевич. Ну, вашему покорному слуге, директору Чувашского государственного института гуманитарных наук, с одной стороны, выпала честь, с другой стороны, вменена обязанность вести пленарную часть нашей конференции. Начиная нашу работу, хочу, коллеги, еще слова благодарности объявить вот за такое активное участие. Позвольте мне просто перечислить. Научные центры, федеральные, региональные, высшие учебные заведения, учреждения культуры, которые сегодня принимают участие в нашей конференции. Почему я это хочу сделать? Потому что сейчас идет трансляция прямая в Ютубе нашего пленарного заседания с 10 до 12 часов. Это стало возможным благодаря активности, деятельной активности Национальной библиотеки, лицея ее директора Стариковой Светланы Михайловны, за что, Светлана Михайловна, вам большое спасибо за предоставленную возможность. Спасибо вам. Давайте поблагодарим за это, за что мы работаем в стенах этого храма культуры. Представлены, позвольте перечислить, Институт российской истории Российской академии наук, Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия, Институт истории имени Марджания Академии наук Республики Татарстан, Институт этнологических исследований имени Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра, Институт истории языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, Удмуртский институт истории языка и литературы, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, это город Уфа, Казанский национальный исследовательский и технологический университет, Башкирский государственный университет, Мордовский государственный университет имени Огарева, Казанский национальный исследовательский и технический университет имени Туполева КАИ, Забайкальский, это город Чита, государственный университет, Воронежский государственный университет, Башкирский государственный медицинский университет,
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Самарский государственный социально-педагогический университет, Рязанский государственный университет имени Есенина, Чувашский государственный университет имени Ульянова, Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева, Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук, архив Российской академии наук город Москва, Государственный исторический архив Чувашской республики, Государственный архив современной истории Чувашской республики. Кроме того, мы разослали ссылку для участия и для входа быть соучастником нашей конференции, поскольку идет трансляция в YouTube. Более чем 60 чувашских национально-культурных центров Российской Федерации, а также группам наших соотечественников, которые проживают в США, Франции, Великобритании, Эстонии, Казахстан, Молдове, Украине и Белоруссии. Я благодарю всех тех, кто сегодня вместе с нами, по сути, конференция в таком формате, она проходит впервые на территории Чувашской республики, то есть имея в виду традиционную классическую форму проведения, мы в то же время нашли возможность расширить нашу географию и количество участников. Спасибо тем, кто участвует, тем, кто с нами. Ну и, наконец, позвольте слово для приветствия представить Салаевой Алле Леонидовне. Спасибо большое, уважаемый Петр Степанович. Конечно, в первую очередь, это с этим ощущением трепета, наверное, от момента. И я хочу вас поприветствовать, коллеги, в этом зале, отдельно поблагодарить коллег-депутатов Государственной Думы Российской Федерации за внимание к важнейшей теме, которая хотелось бы, чтобы была актуальна не только в рамках празднования юбилейной даты столетия республики, а стала очень хорошей традицией, очень хорошей основой, потому что только вы, историки, своим серьезным трудом и создаете тот фундамент, создаете те основы, которые передаются из поколения в поколение, на чем строится наше будущее. И для меня, конечно, большая честь по поручению главы нашей республики Олега Алексеевича Николаева поприветствовать вас сегодня и поприветствовать Всероссийскую научно-практическую конференцию всех участников. Но мне кажется, Петр Степанович, вы немножко лукавите, когда говорите, что она всероссийская, судя по тому, что в режиме ВКС к нашей конференции присоединились и представители чувашских национально-культурных центров, и соотечественники, которые проживают и в Соединенных Штатах Америки, во Франции, Великобритании, Казахстане, Беларуси, Украине, Эстонии и Молдове. Это абсолютно международный уровень всероссийской конференции, чья основная цель – вернуться к истокам нашей самобытности, зафиксировать то самое важное и ценное, что у нас в сердцах, то, что подтверждено историческими источниками, документами, и создать ту платформу для достойного будущего развития Чувашской республики. Ну и, конечно, хочется пожелать, чтобы все ваши знания, весь ваш колоссальный опыт, который вы копите, был действительно передан потомкам, и чтобы это все принесло практическую пользу. И мне кажется, это очень здорово, что в следующее столетие нашей республики мы вступаем, опираясь на серьезные фундаментальные знания, которые, безусловно, откроют хорошие ворота будущему и процветанию нашей республики. Спасибо вам большое. Спасибо. На самом деле, без поддержки правительства Чувашской республики, без поддержки главы Чувашской республики Николаева Олега Алексеевича провести такое мероприятие, конечно, было бы тяжело и, по сути, невозможно, поскольку мы уже успели, ибо имели на то время, опубликовать материалы конференции, которые наши гости, надеюсь, получили, участники конференции. А теперь, коллеги, распоряжением главы Чувашской республики Олега Алексеевича Николаева за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание его населения, юбилейной медалью столетие образования Чувашской автономной области
Награждены ведущий научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук Березина Наталья Степановна. Наталья Степановна, оставайтесь, еще будет потом общая фотография. Аналогичной медалью награжден ведущий научный сотрудник института Гусаров Юрий Владимирович. Возьмите микрофон, пожалуйста. Микрофон, Спасибо. Да, мне передали микрофон, потому что я комментирую очень интересные факты. И еще раз благодарю историков за тот самоотверженный труд, который сегодня благодарим. Мы знаем историю исторической части города Чебоксары. Именно вот Наталья Степановна участвовала в раскопках Марии Шестовой. Сегодня выпущены интереснейшие сборники, которые раскрывают тайну подземного города. Мы благодаря ей узнали о том, что икона Владимирской Божьей Матери Гурием, да, именно ей он благословил столицу нашей республики на будущее. И, конечно, сегодняшние медали вручаются тем, кто сердце отдал нашей республике и занимается таким созидательным трудом. Спасибо большое. Спасибо, Владимировна. Мы продолжаем. Ведущий научный сотрудник филологического направления Долгова Алевтина Петровна. Ведущий научный сотрудник исторического направления, ставший ныне лауреатом Государственной премии Чувашской Республики за двухтомник, посвященный вопросам национально-государственного строительства Чувашской Республики, Клементьев Владимир Николаевич. Спасибо. Ну, наш идейный вдохновитель всех наших побед, заместитель директора по науке и развитию Николаев Геннадий Алексеевич. Нагрудным знаком Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики за достижения в культуре награжден ведущий научный сотрудник филологического направления Дегтярев Геннадий Анатольевич. Спасибо. Ну и, наконец,
Благодарность министра образования и молодежной политики Чувашской Республики объявлена Никифоровой Наталье Ильиничне, дизайнеру редакционно-издательского отдела, без которой ни одно бы издание не осуществилось. Спасибо всем. Коллеги, продолжаем нашу работу. Прошу свое отношение к происходящему выразить депутата Государственной Думы, председателя комитета по финансовому рынку Аксакова Анатолия Геннадьевича. Пожалуйста, Анатолий Геннадьевич. Уважаемый Петр Степанович, уважаемые друзья, дорогие земляки, хотел бы поздравить еще раз. Мы в последнее время часто встречаемся со столетием автономии Чувашской Республики, но мы с вами все понимаем, что государственность Чувашии уходит глубоко корнями в историю, в века. И я как коренной чуваш, у меня и отец, и мама чуваши, они выросли, родились в чувашской деревне, правда, в Башкортостане, не здесь. Ощущаю это на себе, что вот глубокие-глубокие корни подпитывают меня. И весь ген чувашского народа, в том числе во мне, ну и во многих здесь, сидящих здесь в зале. Ну и очень важно, чтобы вот этот ген, это соприкосновение, понимание того, что ты являешься частью одного из народов Земли, очень важно сохранить, развивать, культивировать, потому что история, традиции, культуры – это богатство всего мира. Причем чуваши, которые в отдалении от Чувашии находятся, они это зачастую осознают, может быть, более обостренно. Вот сказали, что в США нас смотрят, сейчас ночь в Америке, на всякий случай, но они смотрят не дебаты Трампа и Байдена, а участвуют в нашей конференции, в том числе из-за того, что они вот эту связь всегда ощущают, ей живут, ей переживают. Вспоминаю, как я учился в Московском университете, приходил на Казанский вокзал специально слушать чувашскую речь, которую в Крыму, где я вырос, я мало слышал, только когда родители ругались. Ну и вот это тоже, это вот гены, это такое тяга. Ну а то, что чуваши в Америке есть, я убедился, что летом вдруг откуда-то из Майами мне звонит молодой человек, нашел мой телефон, говорит, я никак не могу выехать к себе, к своей семье, на родину, потому что рейсы прекращены, помогите, вырывайте меня из Америки. И оказалось, я спросил, а кто-то еще есть? Он говорит, да, тут вообще куча народу, которые стремятся в Чебоксары, в Чуваши. Я позвонил Але Леонидовне, и мы сообща с правительством Чувашии вытаскивали ребят из Америки, они приехали, они с своими семьями. Говорю о семье, потому что великий Аристотель говорил, что государство начинается с семьи, что государство состоит из семей. И еще один великий человек, Иван Яковлевич Яковлев, великий чувашский просветитель, говорил, берегите семью. Семья – это опора народа и государства. И обязательно все делайте для того, чтобы это сокровище
семью сохранять и традиции семьи, опять же, развивать, сохранять, для того, чтобы в том числе жил народ, на это опирался народ и опиралось государство. Ну и совсем недавно вместе с некоторыми своими коллегами, товарищами, я был на могиле Ивана Яковлевича Яковлева на Ваганьковском кладбище. Там обновили надгробную плиту, пришли его правнук Владимир Павлов и праправнучка ордынская Любовь. Они подарили мне вот такую фотографию семьи Ивана Яковлевича, фотография в Москве. Мы здесь сделали надпись как раз из одного высказывания Ивана Яковлевича: «В семейной жизни я был счастлив и в жене, и в детях моих». И вот я хотел бы эту фотографию, мы ее размножили, подарить Петру Степановичу, чтобы она у него в кабинете висела и напоминала, что семья – основа государственности. Петр Степанович, береги семью. Но я имею в виду семью не только его личную, жену, детей, но еще семью института, семью нашей Чувашской республики. Он депутат Государственного совета. С праздником вас, дорогие друзья! Ну, может, Петр Степанович стесняется, я хочу слово передать своему коллеге. Да. Давайте, Игорь Юрьевич, пожалуйста, вы, поскольку вместе, значит, хотели, да, и там у вас общие бумаги, насколько я знаю. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, Анатолий Геннадьевич цитировал Аристотеля. Как вам известно, Платон говорил о том, что государством должны править философы, то есть люди гуманитарного склада. Это очень верно. Почему? Потому что сегодня мы, собственно говоря, встречаемся в этом зале с теми людьми, которые должны править чувашским государством. Правда, это не совсем пока получается, но я уверен в том, что наступит то время, когда по поводу строительства национального государства, по поводу государственности чувашской будут обращаться прежде всего к людям, которые присутствуют здесь, в зале, те, кто внимательно следит за тем, что в этом зале происходит. Тем более, что Петр Степанович Краснов, как человек, который руководит институтом, который действительно сохраняет очень многое в чувашской культуре и очень много делает для строительства государственности Чувашской республики. Он уже на памяти на моей лет 30 этим занимается, очень активно защищает и чувашский язык, является депутатом Государственного совета, да все депутаты Государственной Думы, которые здесь присутствуют сегодня, и Николай Владимирович Малов, значит, мы стремимся представлять в Государственной Думе наше государство чувашское достойно, как-то вот не посрамить его. Поэтому у меня действительно складывается следующее впечатление. Очень верно выбрана тема нынешней конференции. Это национальное строительство и государственное строительство. По роду профессии, изучая ряд древних книг, в частности, Святое Писание, прежде всего Ветхий Завет, я действительно убедился в том, что национальное развитие и государственное развитие, они неразрывно связаны друг с другом, и это очень тяжелый, очень трудный, очень нужный, важный, но основной человеческий процесс, основной процесс жизни человеческого общества, который должен быть, должен присутствовать у каждого народа. Сегодня моя глубокая убежденность в том, что формирование именно государственности чувашской концентрируется, базируется, формируется вокруг главного достояния этого замечательного народа, вокруг языка. Поэтому сегодня
я возьму на себя смелость пожелать, может быть, сделать таким образом, чтобы главной темой сегодняшних наших рассуждений это вот тех выводов, которые будут сделаны на этой конференции, были сделаны выводы относительно главного достояния чувашского народа, его замечательного языка, его замечательной культуры. Поэтому позвольте мне сейчас от имени депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Анатолия Геннадьевича Аксакова и Игоря Юрьевича Малякова вручить грамоты, прежде всего Ильиной Галине Геннадьевне, ведущему научному сотруднику Чувашского государственного института гуманитарных наук, за вклад в обеспечение фундаментальных и прикладных исследований по вопросам комплексного изучения проблем языкознания, литературоведения, истории, искусствоведения чувашского народа, социально-экономического и национально-культурного развития Чувашской Республики. Чтобы все вас видели. Очень страшно, красивая женщина. Боюсь. Давайте я прочитаю. Он так нудно читает, философ сразу чувствуется. Благодарственное письмо Матвееву Георгию Борисовичу, ведущему научному сотруднику Чувашского государственного института гуманитарных наук. Теперь понятно, кто должен управлять государством, правда? Сюда выходите. Мужчине не целую. Еще раз с праздником, удачи родному институту. Игорь Юрьевич сказал, что представители института не управляют государством. Вот я себя считаю представителем этого института, с которым всегда дружил, сотрудничал, даже какую-то копейку зарабатывал, выпуская вместе книги с сотрудниками этого института. Всего самого доброго. Спасибо, Игорь Юрьевич. Спасибо, Анатолий Геннадьевич. Слово хочу предоставить Николаю Владимировичу Малову, которого тоже представлять не надо, депутат от Чувашской Республики, был депутатом многих созывов Государственного совета Чувашской Республики, так же, как и Игорь Юрьевич, так же, как Анатолий Геннадьевич. Но коллеги востребованы стали в Москве. Пожалуйста, Николай Владимирович. Спасибо, Петр Степанович. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники и гости нашей конференции. Петр Степанович говорит, что не надо представлять, но я хотел бы представиться и добавить вот к тому, что Анатолий Геннадьевич Аксаков сказал. Я не только коренной, но плюс еще и чистокровный чуваш, на всякий случай. И, конечно, мне очень сложно будет после моих коллег, философов выступать, но все же я хотел бы внести свою лепту в сегодняшнее мероприятие. Сегодня в год столетия чувашской автономии, конечно, тема национально-государственного строительства очень актуальна. Она всю жизнь несла в себе на протяжении всего века, может быть, проблемы и вопросы, которые требуют очень тонкого подхода и очень осторожного решения. Сегодня, к сожалению, может быть, разные мнения бытуют. Сегодня, касаясь национального вопроса, отдельной политики, вплотную хотят свести на нет территориально-национальное обустройство. В частности, и Жириновский, который хочет просто перейти на губернии. Но я считаю, что наша самобытность и та история, которая у нас есть, конечно, заслуживает совсем другого подхода. И сегодня, наверное, в рамках нашей конференции, я думаю, что с учетом всей сложности вопроса, который мы обсуждаем, наверное, не просто будет найти ответы на те вопросы, на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Но я уверен в том, что очередное обращение к этой теме, конечно, очень правильно. И если мы не будем заниматься национальным вопросом, то, поверьте, я думаю, со мной многие из вас согласны, что этот вопрос, к сожалению, может заняться нами. И нам из истории известно, как из искры может возгореться пламя.
Сегодня, наверное, в рамках нашей конференции Петр Степанович, может быть, пройдется и вернется в историю 2020 года. Никто не уменьшает роль личности в истории. Конечно, в истории нет сослагательного наклонения. И, конечно, возвращаясь в 1920 год, конечно, обустройство, может быть, и развитие территориальное, национально-территориальное нашей республики могло быть совсем другое. Но то, что есть, то есть, и мы, конечно, должны все это сохранить. Уважаемые участники, традиционно, конечно, мы привыкли проводить такие мероприятия в другой обстановке, в тесной, в дружеской. Говорю, к сожалению, но в то же время, с учетом всех вызовов пандемии коронавируса, у нас открываются новые возможности, об этом коллеги сегодня сказали, расширяются границы. Это здорово, то, что сегодня принимают участие в нашей работе коллеги из ближнего и дальнего зарубежья. Хотел бы пожелать плодотворной работы. Еще раз хочу отметить, что вопрос очень актуальный, непростой и сложный. И, конечно же, какого-то одного решения просто невозможно, но в этом направлении мы должны работать. И тех, кого сегодня мы отметили на этой сцене, я хотел бы лично от себя еще поблагодарить за ту работу, за тот вклад в становление и, наверное, развитие национального государственного строительства. Также, позвольте мне, мы находимся в преддверии, считаю, большого праздника, поздравить наших соседей, наших коллег. Завтра у нас день финно-угорских народов, поэтому в нашей республике в мире и согласии живут люди разных национальностей, поэтому мы должны сохранить этот мир, и все у нас, я уверен, получится в мире и согласии. Отдельные слова благодарности организаторам, уверен в плодотворности и эффективности нашей работы. Спасибо. Ну и продолжая хорошие традиции, сегодня был сделан акцент, говоря о национальном государственном строительстве, мы опираемся на семью, и Петр Степанович, наверное, не совсем прав был, когда сделал акцент на наших коллег, на моих коллег Аксакова Анатолия Геннадьевича, Малякова Игоря Юрьевича, что они пришли со своими бумагами. Нет, друзья, мы пришли вместе и все в семью, правильно или нет? Поэтому бумаги продолжаются в виде благодарственных писем. Игорь Юрьевич, перестаньте, пожалуйста, поможете. Так, я должен зачитать, да? Кстати, мне голос вас очень нравится, зачитывайте. Поближе к микрофону. Позвольте мне от имени... Не мне, а нам. Нет, позвольте мне зачитать от имени Николая Владимировича Малова. Правильно. Вот, видите, благодарственное письмо. Мы хотели бы вручить его уважаемому Дмитрию Владимировичу Егорову. Выражаем вам искреннюю признательность и благодарность за плодотворную научно-организационную деятельность и достигнутые успехи в изучении истории и этиологии чувашского народа. Уверен, что ваши профессиональные качества, знания, преданность делу и впредь будут способствовать развитию гуманитарных наук Чувашской Республики. Игорь Юрьевич, как губка, впитывает в себя очень быстро. Он может учиться, и посмотрите, он уже как диктор начинает все это зачитывать, поэтому честь и хвала. Разрешите тоже, Анатолий Геннадьевич, поздравьте. Такой молодой человек и уже... Так, давай. еще она... Успеем. Нашего института, да. Давай, зачитывай. Буквально еще несколько. Позвольте от имени депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Малова Николая Владимировича вручить благодарственное письмо Егофаровой Екатерине Андреевне. Выражаю вам искреннюю признательность за значительный вклад в развитие отечественной науки и многолетний плодотворный труд. Ваши фундаментальные исследования в области истории и этиологии чувашского народа, высокий профессионализм снискали вам заслуженный авторитет не только в нашей стране, но и за ее пределами. Давайте мы вместе сюда. И цветы. А что тогда, как это?
Еще раз слова благодарности организаторам данной конференции, ну и, соответственно, своим коллегам. Я всегда говорю о том, что есть люди конкретные, которые вот занимаются, а есть еще рядом с ними, кто вот может и любит фотографироваться. Это больше нас, наверное, да, касается. Успехов! Спасибо. Спасибо правительству Чувашской Республики, спасибо депутатам Государственной Думы, которые всегда с нами, и с избирателями, и с парламентским корпусом Чувашской Республики, и с избирателями своих округов и так далее. И всегда помогаете нам, оказываете необходимое содействие. Вот после такого немного, скажем так, активно-шумного вступления позвольте уже, коллеги, приступить к пленарным нашим докладам. Первым докладчиком заявлен Клементьев Владимир Николаевич, прошу прощения, с темой «Чувашская автономия. Генезис, становление, движение, развитие». Динамика развития. Вот зачем. Возникновение чувашской автономии является результатом длительного исторического процесса взаимодействия целого комплекса факторов экономических, социальных, географических. Пройдя этапы этнической эволюции и миграционных перемещений, в конце IX века на территории Среднего Поволжья чуваши создали государство Волжская Болгария, высокоразвитую цивилизацию, но в XIII веке она была уничтожена монгольским нашествием, и болгары-сувары оказались сначала в составе Золотой Орды, а потом Казанского ханства. Где-то в начале XVI века в результате этнической консолидации формируется народность под названием чуваши на базе болгар-земледельцев, которые не приняли ислам и вобрали в себя некоторое количество марийцев. Вхождение чувашей в состав московского государства имело двоякие последствия для этноса. С одной стороны, он был избавлен от исламизации, а значит реальной перспективы его исчезновения. Согласно данным авторитетного историка Василия Дмитриева, к концу XIX века 40% чувашей стали татарами после принятия ислама. Чуваши в рамках огромного государства получили возможности для территориальной экспансии. Мы знаем, что они стали заселять Самару, Башкирию, Урал и даже Сибирь. С другой стороны, иные цивилизационные ориентиры, новая христианская религия, они оказали стрессовое воздействие на исторически сложившееся мировоззрение, миропонимание чувашей, затормозили формирование его национального самосознания. В середине XVI века происходил процесс интеграции чувашей в русском государстве. Процесс этот был непростой, длительный. Новые порядки, система управления представлены русскими чиновниками, которые нещадно эксплуатировали чувашское население, пренебрежительно относились к нему. Начавшаяся христианизация воспринималась чувашским населением как господство чужаков. И как следствие этого возникала почва для социальных конфликтов, которые в условиях национального региона всегда приобретала этническую окраску. И эти социальные конфликты имели целую шкалу выступлений, начиная от бегства на окраины Российской империи, от господства русской администрации, подачи массовых челобитных и даже таких крупных антиправительственных крестьянских войн, как выступление под руководством Разина и Емельяна Пугачева. В середине XVIII века в Чебоксарском уезде это движение даже приняло организационно-политическую форму. Но надо сказать, что это движение этническое чувашей, оно не было сепаратистским. Речь шла о том, чтобы сохранить свою национальную самобытность. Так вот, в 1744 году местный чуваш Ахадер Тамеев был делегирован чувашами уезда в Москву с прошением к Елизавете Петровне, в которой чуваши уезда ставили вопрос о том, чтобы создать для чувашей особое управление из 3 лиц, знающих чувашский язык, и, как было написано в челобитной, оградить чувашей от всяких обид. Феномен Ахадер Тамеев свидетельствует о том, что уже в середине XVIII века мы сталкиваемся с проблесками идеи автономии. Окончательный процесс интеграции чувашей в Россию завершается где-то к концу XVIII века. По данным Всероссийской переписи 1897 года,
98,9% чувашей были христианами. И с этого времени чуваши этнически дифференцируют себя не посредством веры, а языка и этнографических особенностей. В конце XIX века происходит и консолидация чувашей в нацию, окончательно определяется конфигурация этнической территории чувашей, примерно на базе 7 уездов Казанской и Симбирской губернии, которая воспринимается как родина чувашей. Даже проезжая эту территорию, русские путешественники ее называли Чувашляндией, чувашской землей. В годы Первой русской революции образуется организованное национальное движение чувашей, возникает газета «Хэпар», коллективный агитатор и пропагандист, и формируется национальной идеологии чувашей, основанной на теории культурно-национальной автономии. Идея территориальной автономии совершенно была чужда чувашским политическим деятелям, высказывалась лишь отдельными лицами, вообще занимала маргинальную позицию, как вспоминал активный участник событий Петров Юман, лишь один из политических чувашских деятелей, революционер Николай Хури, говорил о том, что чувашам нужна своя собственная административно-территориальная автономия. За это даже он получил такое полунасмешливое прозвище «президент Чувашской республики». Свержение царизма легитимизировало национальное движение народов России, открыл шлюзы для его свободного развития. В Среднем Поволжье оно приняло первоначально организационные формы полиэтнического национального движения в виде Союза мелких народностей Поволжья и съездов мелких народностей Поволжья, в которых, кстати говоря, доминировали чуваши. Достаточно сказать, что председателем Союза мелких народностей Поволжья являлся Николай Никольский. Стратегическим ориентиром по-прежнему провозглашался курс на культурно-национальную автономию. И вообще решение вопросов национального самоопределения деятели Поволжья занимали очень осторожную позицию, даже не выдвигался лозунг превращения России после свержения царизма в федеративное государство, а как актуальная задача ставилось требование унитарной демократической России, в которой малые народы, как тогда писали, должны получить культурно-национальную автономию. Во второй половине 17 года вот это движение народов Поволжья, оно этнически дифференцируется и возникает самостоятельное направление Чувашского национального движения, свидетельством чего стали создание Чувашского национального общества, проведение первого общечувашского национального съезда. Переход к власти большевиков радикализировал еще больше этнические движения под воздействием их лозунга «Право каждого народа на самоопределение» вплоть до создания собственного государства и объявления России Федерацией Советских Республик. Лидер мусульман тюрко-татар в конце 1917 года выдвинули проект создания областной территориальной автономии народов Поволжья и Приуралья, который первоначально назывался Урало-Волжские штаты, но с марта 1918 года Татаро-Башкирская Советская Республика. Это название более точно отражало суть этого проекта, поскольку это была действительно, прежде всего, автономия татар-башкир. Чувашские национальные деятели это прекрасно понимали, поэтому на первых этапах они отрицательно восприняли этот проект, хотя в январе 2018 года высказали за то, чтобы чуваши вошли в состав этих Урало-Волжских штатов, но оговорили, что в этих штатах должно быть полное национальное равноправие народов, прежде всего через автономию культурно-национальную. Но уже в июне 2018 года на Первом общечувашском рабоче-крестьянском съезде чувашские лидеры полностью отвергли проект Татаро-Башкирской Советской Республики как неприемлемый, но вместе с тем в официальных решениях съезда было подчеркнуто, что чуваши еще не готовы к созданию своей собственной административно-территориальной автономии и добиваются культурно-национальной автономии. Сам этот проект Татаро-Башкирской Советской Республики в конечном итоге так остался на бумаге, но дискуссии были очень важны в процессе автономизации чувашей. Постепенно приходило понимание, что оптимальным решением вопроса национального самоопределения является все-таки решение задачи выделения в территориальную автономию. Причем инициативы в этом отношении даже шли с центра.
Максим Кошкинский, деятель национального движения, вспоминал, что вот весной 2018 года, когда чувашская делегация выехала в Москву для обсуждения вопросов Татаро-Башкирской республики, на встрече Эльмени со Сталином, наркомом по делам национальности, он высказал позицию, что мы не хотим вступать в Татаро-Башкирскую республику. На это Сталин сказал: ну если не хотите вступать, давайте тогда создадим отдельную автономию Чувашии. Последовал такой ответ: но у нас даже нет столицы для этой автономии, на что Сталин сказал: вы знаете, чем Вашингтон был 100 лет с лишним назад, не беспокойтесь, столицу мы для вас подберем. В практической плоскости вопрос о выделении Чувашии в территориальной автономии стал где-то обсуждаться во второй половине 2018 года. Называются разные даты самими участниками этого процесса. Максим Кошкинский называл сентябрь 2018 года, Эльмени июнь 2019 года, лидер чувашских коммунистов Лбов, значит, осень 2019 года. Документально зафиксированный проект создания чувашской трудовой коммуны, выдвинутый в конце декабря 2019 года в Симбирске на съезде местных коммунистических ячеек. Образцом служила трудовая коммуна немцев Поволжья, одно из первых автономных образований в Советской России, октября 2018 года. Значит, предполагалось, что эта трудовая коммуна чувашская должна быть создана на правах губернии. В основу был положен этнический принцип, то есть включить в эту автономию как можно большее количество чувашей компактной массы, проживающей в Казанской и Симбирской губернии. И речь зашла о том, чтобы включить чувашей отдаленных Чистопольского и Свияжского уезда. Для них предполагалось создать анклавный Сунчелеевский чувашский район, не граничащий с территорией автономии. Вот с этим проектом мы вышли в Москву где-то в начале 2020 года, но его реализация встретила препятствия. Против территориального формата выступили татарские деятели, которые гораздо на 2 месяца раньше нас начали процесс создания своей собственной автономии. Согласно их замыслам, чуваши Чистопольского и Свияжского уезда и Тетюшского уезда входили в состав их автономии. Надо сказать, что они обладали больше лоббистскими возможностями. В самих центральных ведомствах, курирующих этот вопрос, Наркомате внутренних дел и по делам национальности, была сдержанная позиция в отношении проекта чувашей. Решающую роль в решении вопроса о создании чувашской автономии сыграл Владимир Ильич Ленин 8 июня 1920 года, когда Политбюро обсуждало организационные вопросы, связанные с созданием татарской автономии. 27 мая она была создана. Значит, этот вопрос поднял Ходоровский, председатель Казанского губернского исполкома, потому что чувашская делегация вообще отсутствовала. Он поставил вопрос этот, потому что стала проблема, а что делать с чувашскими уездами. И выступающие, вернее не выступающие, присутствующие на этом заседании стали заявлять, зачем чувашам автономия, они обрусевают. Именно Ленин твердо и решительно высказался за то, что необходимо для чувашей создавать автономию. Это особую роль Ленина дважды подчеркнул Коричев в письме к членам коллегии чувашского отдела и потом в выступлении 15 июня перед собранием чувашских партийных коммунистов. И вот на этом заседании Политбюро 8 июня был принципиально решен вопрос о создании чувашской автономии, но не в формате чувашской трудовой коммуны. Где-то в период 8-22 июня состоялась встреча чувашских руководителей, Эльменя, зав. Чувашским отделом, его заместителей Лукина и Алексеева, где обсуждался уже более конкретно вопрос создания чувашской автономии. Наши представители по-прежнему настаивали на проекте чувашской трудовой коммуны, хотя было ясно, что он не может быть реализован уже, потому что создана Татарская ССР. И вот на этой встрече Ленин, это была не протокольная встреча, поэтому сохранились только воспоминания Алексеева и Лукина. На этой встрече Ленин сказал, ну давайте, во-первых, он выступил против самого термина «трудовая коммуна», поскольку с его точки зрения чувашское крестьянство превратно поймет это название, что будет создана гигантская коммуна-колхоз, куда загонят всех чувашей, все обобществят. И он предложил, давайте создадим автономную республику и центром сделаем Симбирск. То есть направление давал не в сторону чувашских селений Татарстана, а именно в сторону Симбирской губернии. На что Ильмень ответил, Владимир Ильич, но у нас даже пока нет соответствующих кадров для республики. И вообще слово «республика» будет понято, что мы создаем какое-то свое самостоятельное отдельное государство. Как показал последующий ход событий, это был неправильный ответ, но он отражал уровень притязаний чувашской политической элиты. Вот в чем заключалась вся проблема. 24 июня был принят декрет об образовании автономной Чувашской области.
Значит, в нее вошли 3 чисто чувашских уезда, и Чувашские волости, там, Буинского, Курмышского и Космодемьянского уездов. Надо сказать, что это был первый декрет, где было зафиксировано само понятие «автономная область», и создание Чувашской автономной области в некотором роде запустило цепную реакцию создания автономных областей. Конечно, это было большим достижением чувашского народа. Впервые чуваши, значит, это была первая форма политико-правовой институализации чувашского народа. Территория Чувашей получила правовой титул. Но вместе с тем автономная область была низшей ступени для того времени. В советских автономий уже функционировали автономные республики. Она была создана на территории, где отсутствовали какие-либо крупные очаги, административные, культурные, какая-либо серьезная промышленность, не считая 2 десяток лесопилок. Условия сельского хозяйства крайне неблагоприятные для развития. И вот эта слабость экономической базы, она очень сильно проявилась в начале 20-х годов, когда происходил переход к НЭПу, и регионы переходили на хозрасчет. Вот это обстоятельство подвинуло руководителей Чувашии поставить вопрос о преобразовании области в республику. В 22 году, в январе 22 года, было принято соответствующее решение. Первоначально предполагалось просто преобразование области в республику со столицей в Чебоксары и в тех территориальных рамках, которые были на тот момент. Вот. Летом мы стали этот проект прорабатывать в Москве, но его пришлось отложить, потому что возникло предложение об объединении Марийской и Чувашской автономии в один субъект федерации. Это было связано с тем, что с ними у нас были очень сложные споры по поводу левобережья, поэтому, чтобы разрешить как раз эти противоречия, предложили: давайте объединяйтесь. Но, конечно, ни марийцы, ни чуваши не хотели этого объединения. И к началу 1923 года этот проект канул в лету, и вновь вернулись к вопросу о преобразовании области в республику. Причем уже, значит, это была инициатива целой группы автономий, помимо чувашской, немецкой, водской, то есть удмуртской, зырянской, получается, коми, и чувашской. Причем инициатива была со стороны чувашей, потому что все документы готовил глава чувашского представительства в Москве, в Шевле. Этот вопрос эти руководители автономии, о которых я сказал, пытались провести через 12-й съезд РКПБ. Но документы этого съезда показывают, и речь Сталина, что он так и не был поднят. Этот вопрос, было соответствующее письмо в адрес Сталина. Поэтому и не удалось провести это решение. А к концу 1923 года мы решили самостоятельно уже ставить вопрос о преобразовании, вне увязки с другими автономиями. Причем он возник уже в совершенно новой форме. Был поставлен вопрос не просто о преобразовании области в республику, а с расширением ее территории. Даже вот этот аспект, может быть, для нас был более важен, чем преобразование. Значит, этот проект предусматривал включить в состав Чувашии Симбирский, Алатырский уезд, тем самым мы получали промышленность, сделать столицей город Симбирск, присоединить Меликесский уезд Самарской губернии, мы получали плодородные черноземы, и включить Чувашские волости Буинского кантона, которые не удалось присоединить в процессе разрешения вопроса о Чувашской трудовой коммуны. На протяжении 1,5 лет, с начала 1924 года, чувашские деятели бились за реализацию этого проекта. И надо сказать, что он не был отвергнут центом вот так резко, однозначно. Была создана достаточно такая демократическая процедура обсуждения, специальной комиссии по президиуме ЦИК. Но в целом для нас складывалась неблагоприятная ситуация, потому что со стороны высших руководителей не было поддержки этому проекту. Все заинтересованные губернии, Самарская, Симбирская и Татарской республики, выступили против расширения, заявляя, что чувашей там мало, на которые, значит, автономия претендовала. Лично против этого проекта был и Калинин, который Владимир Николаевич, провалил я этот прошу проект. придерживаться регламента. Я заканчиваю. В конечном итоге мы добились преобразования автономной области в республику, но в усеченном таком формате. И, конечно, это было высоким достижением, потому что статус автономной республики предполагал уже большие возможности для развития национальной самобытности народа. Но если говорить о последующих, значит, основных тенденциях развития национальной государственности чувашского народа, то 20-30-е годы – это период демократизма. Конец 30-х годов и середина 80-х годов – это тенденция курсификации и унитарная тенденция.
Конец 80-х и 90-х годов чувашская автономия приобретает новые качества. Мы видим подъем национального движения. Ну и рубеж, значит, начала 21 века, мы видим усиление централизма и, значит, процесса так называемой десуверенизации. Вот. Но это не исключает того обстоятельства, что национальная государственность сохраняет свою актуальность. И подытоживая столетний период функционирования чувашской автономии, можно уверенно констатировать, что она прошла проверку временем, доказала свою жизнеспособность, историческую целесообразность и обоснованность, является эффективным инструментом гармонизации межнациональных отношений в многонациональном российском государстве, единственным инструментом сохранения национальной самобытности народа. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич, за очень содержательное выступление. Следующий наш докладчик – это Исхаков Радик Равильевич, доктор исторических наук, заведующий Центром изучения истории и культуры татар-кряшей Нагайбаков, Институт истории имени Марджани, Академии наук Республики Татарстан. Вот тема его выступления – материалы по истории чувашской национальной интеллигенции до революционного периода в фондах Государственного архива Республики Татарстан. Пожалуйста, Радик Равильевич. Являясь крупнейшим научным, просветительским, образовательным центром Востока России, в который во второй половине XIX века сложилась и начала активно внедряться новая концепция культурной модернизации православных нерусских народов Поволжья и Сибири, Казань стала точкой притяжения для представителей зародившейся в это время национальной интеллигенции народов Волго-Уральского региона. Большинство представителей первого и второго поколения чувашской, марийской, удмуртской, мордовской интеллигенции были выпускниками или преподавателями казанских учебных заведений или имели тесные контакты с казанскими просветителями. В связи с этим именно в казанских архивохранилищах на данный момент саккумулировано наиболее такой значимый комплекс архивных материалов, раскрывающих становление, развитие чувашской дореволюционной интеллигенции и в которых имеется информация о неизвестных аспектах жизни и деятельности наиболее ярких представителей культурной и интеллектуальной элиты чувашского народа дореволюционного периода. Среди архивных фондов, хранящихся в Казани, я бы хотел выделить два фонда, связанных с личностью выдающихся просветителей и религиозного деятеля народов Поволжья и Западной Сибири. Это Николая Ивановича Ильминского. Это его личный фонд и фонд Казанской учительской и нароческой семинарии Государственного архива Республики Татарстан. В этих двух архивных коллекциях отложилась уникальная большая коллекция писем нескольких поколений чувашской интеллигенции. В основном они подготовлены, написаны на русском и чувашском языках. Основными адресатами, Основными адресатами этих писем являются директора Казанской учительской семинарии Николай Иванович Ильминский и его преемник на этом посту Николай Алексеевич Бобровников. Кроме того, сохранились в этих фондах и письма, адресованные выдающемуся чувашскому просветителю, педагогу Ивану Яковлевичу Яковлеву. Можно следующий? Ну вот два отрывка на чувашском языке, адресованные Ивану Яковлевичу. Вот. Вообще вот эти источники на чувашском языке, они представляют ценность не только как исторический источник по истории формирования чувашской и развития чувашской интеллигенции, но и как и письменные источники, так как они написаны
в 70-х, 80-х, 90-х годах, когда еще происходило становление только письменного чувашского языка. И они являются очень такими вот яркими памятниками письменными. Вот. Ну, в основе фонда Ильминского лежит его личный архив, который комплектовался им на протяжении всей жизни. Являясь крупным ученым, занимавшим в том числе и научной археографией, Ильминский придавал большое значение сохранению вот этого вот историко-культурного и письменного наследия, которое он формировал на протяжении всей жизни и собирал его. После смерти Ильминского этот архив, очень обширный, был по наследству, достался его приемному сыну Николаю Алексеевичу Бобровникову, и Бобровник продолжал комплектовать этот архив. Он собирал письма, собирал какие-то документы, связанные с деятельностью его отца Николая Ивановича Ильминского. Научная систематизация этого архива была осуществлена известным казанским церковным историком, профессором Казанской духовной академии Петром Знаменским. Несмотря на то, что фонд Ильминского он известен и доступен по целому ряду объективных причин, многие документы, связанные вот с историей чувашской интеллигенции, они до сих пор не введены в научный оборот и практически очень плохо изучены исследователями. Некоторые вообще даже и не просмотрены. Ну, основная проблема, затрудняющая работу с этим фондом, является отсутствие достаточно аннотированных описей к делам. Разделы сгруппированы по алфавитному порядку. Этот принцип, с одной стороны, значительно облегчает поиск конкретных персоналей, с другой не дает адекватной картины содержания того или иного дела, имеющего в ней информации. Дела в фонде неравнозначны по объему и содержанию. Встречаются дела, содержащие в себе всего несколько документов одного автора. В других единицах хранения сгруппированы несколько сотен писем, множество корреспондентов из различных регионов страны. В связи с этим для выявления комплекса документов, связанных с жизнью и деятельностью первого поколения чувашской интеллигенции, необходимо комплексное сквозное изучение фонда и составление каталога корреспондентов. Безусловно, эта большая кропотливая работа, требующая существенных затрат времени, является большим вызовом для исследователей, особенно из других регионов России. Ну вот это вот, наверное, вот причина того, что этот фонд еще до сих пор еще слабо изучен. Второй фонд – это фонд Казанской учительской и народческой семинарии, который тоже непосредственно связан с фигурой Ильминского, который более 20 лет возглавлял это учебное заведение. Фонд сформировался на основе внутреннего делопроизводственного архива учебного заведения. Отдельный архивный фонд образовался после закрытия семинарии в 1918 году. Наряду с делопроизводственными материалами, связанными с функционированием семинарии и деятельностью ее преподавательского состава, в нем отложилась большая коллекция писем бывших воспитанников из числа чувашей, адресованных директору семинарии и отдельным преподавателям. Изучение этой переписки, охватывающий период с 1872 по 1917 год, в комплексе позволяет не только проследить страницы биографии нескольких поколений чувашской интеллигенции, но и оценить эволюцию взглядов представителей чувашской интеллектуальной элиты этой эпохи на просветительские проекты и культурную модернизацию чувашского общества, проанализировать влияние социальных и политических изменений, происходивших в стране, на национальное и самосознание интеллигенции. Можно следующий слайд? Ага, ну вот это вот здание Казанской учительской семинарии. Весьма интересной и значимой с научной точки зрения сохранившиеся в фонде Казанской учительской семинарии характеристики и автобиографические сочинения воспитанников, а также формулярные списки преподавателей. Следующий слайд. Можно? Вот, я здесь вот представил фамилии лиц. Это все чуваши, которые в разное время учились или преподавали в Казанской учительской семинарии. Здесь больше 100 фамилий. Следующий слайд можно? Вот. И вот у этих
лиц были выявлены в этом фонде какие-то сведения биографического характера. Это вот в основном характеристики, автобиографические сочинения. В разные годы в стенах семинарии получило образование 179 чувашей, ставших в дальнейшем яркими представителями национальной интеллигенции. Среди них учителя, священнослужители, писатели и поэты, общественные и политические деятели. Эти биографические материалы позволяют нам расширить представление о становлении чувашской интеллигенции, проливают свет на неизвестные страницы их жизни. В рамках реализации фундаментальных исследований по изучению истории чувашского народа по инициативе дирекции Чувашского государственного института гуманитарных наук в 2019 году началась реализация масштабного проекта по комплексному изучению презентации материалов, связанных с деятельностью дореволюционной чувашской интеллигенции, отложившихся в вышеозначенных фондах. В ходе большой археографической работы коллективом авторов была осуществлена составление каталога корреспондентов, в которых вошло более 100 фамилий. Наряду с представителями чувашской интеллигенции в него были включены корреспонденты других национальностей, внесших существенный вклад в просветительское движение изучения историко-культурного наследия чувашского народа. Среди них, в частности, ученые-чувашеведы Николай Иванович Золотницкий, Николай Иванович Ашмарин, представители учительской корпорации, священнослужители, которые были связаны и работали среди чуваш, возглавляли чувашские приходы. Это русской национальности, крещеные татары и марийцы. Составление аннотированного каталога позволило систематизировать выявленные материалы, исходя из проблемно-хронологического принципа. Условно документы, связанные с дореволюционной чувашской интеллигенцией, были разделены на 3 основные группы. Биографические материалы, включающие в себя делопроизводственные документы, характеристики воспитанников, формулярные списки преподавателей казахской учительской семинарии, а также документы личного происхождения. Это автобиографические сочинения, воспоминания. Этот весьма широкий комплекс документов может быть использован при составлении энциклопедических работ по истории чувашской интеллигенции. Данный комплекс исторических источников весьма важен и для изучения малоизвестных биографических сведений представителей чувашской интеллектуальной элиты этой эпохи. В частности, времени и места рождения лица, составе его семьи, где и когда он получил первоначальное образование. Кроме того, в них содержатся сведения о характере и творческих наклонностях бывших воспитанников, информация о повседневной жизни дореволюционной чувашской деревни. Надо отметить, что вот этот комплекс, он очень большой, но особая ценность для изучения истории, этнографии чуваш представляет материалы начала XX века, когда в стенах Казанской учительской семинарии работал известный этнограф чувашский Николай Васильевич Никольский. Его методика работы включала в себя проведение комплексных этнографических исследований, в которые включались и семинаристы. После учебных занятий он проводил специальные, кружки или круглые столы, на которые собирались чувашские семинаристы. На этих уроках внеклассных они изучали этнографию чувашей, язык, писали этнографические сочинения. И вот этот комплекс, он представляет большую ценность именно для изучения этнографии чуваш, быта чувашского народа и повседневности. В нем содержится очень такая богатая информация, так как эти воспитанники, семинаристы, еще молодые люди, в своих сочинениях они писали все, что для них было важно. Для людей той эпохи, наверное, эта информация не такая была значимая, но для исследователей, которые рассматривают ретроспективу жизни крестьян, о тяжелом положении сельского учителя. Назовем лишь некоторые фамилии, письма которых выявлены в вышеозначенных архивных фондах. Это первый чувашский православный священник Митрофан Дмитриев. Первый ученик Яковлева, педагог и просветитель Алексей Рикеев, религиозный и общественный деятель, писатель Даниил Филимонов, ученые чувашеведы Николай Золотницкий и Николай Ашмарин, педагог и математик Никифор Охотников, писатель и этнограф Яков Васильев Турхан и Иван Юркин, религиозные деятели Григорий Филиппов, Николай Петров, Матвей Никитин, Виктор Зайков, Михаил Синдячки и другие. То есть это весь цвет дореволюционной чувашской интеллигенции, практически. И третий комплекс – это этнографические и публицистические сочинения.
Так, можно следующий еще слайд посмотреть? Этнографические и публицистические сочинения. В них можно обнаружить массу любопытных фактов из жизни сельского чувашского населения. Они интересны тем, что дают яркую картину быта и нравов местного населения, их культурного развития изнутри глазами непосредственных акторов событий. Одним из центральных сюжетов, представленных в этих сочинениях, является вопрос религиозного синкретизма Чувашии. Авторы подробно освещают систему этнических верований, подчеркивают их значение для чуваш. Эти письма помогают рассмотреть процесс постепенного усиления православия в религиозной традиции Чувашии, формирование системы чувашского бытового православия. В данное время на основе выявленных материалов готовится сборник документов. По объективным причинам в одном этом труде невозможно представить весь комплекс документов двух этих фондов, связанных с деятельностью дореволюционной интеллигенции. В него войдет лишь ее небольшая часть. Конечно, документы казанских архивов по истории чувашской дореволюционной интеллигенции не сводятся лишь к материалам вышеозначенных фондов. Большую научную ценность для изучения этой проблемы представляют исторические источники из фондов других учебных заведений Казани и попечителя Казанского учебного округа Государственного архива Республики Татарстан. Материалы личного фонда Никольского и Износского, а также коллекции этнографических сочинений, хранящие в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Казанского федерального университета. Архивных коллекций, собранных Никольским, Ашмариным, Маловым, Центра письменного и музыкального наследия, Института языка, литературы, искусств, Академии наук Республики Татарстан. Конечно, требуется большая работа, еще дальнейшая, по выявлению, введению в научный аппарат этого огромного комплекса источников. Но эта работа необходима, только вот такая вот кропотливая работа в архивах может позволить стать фундаментом новых качественных исследований по истории чувашской интеллигенции. А это очень важно, так как именно чувашская интеллигенция стала вот актором, главным актором формирования национальной идентичности чувашского народа и в конечном итоге государственности чувашского народа. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, наш дорогой коллега Радик Равильевич. На самом деле интересное выступление. И, конечно же, будем дальше работать с архивами не только Татарстана, и соседних регионов. Петр Степанович, вопрос. Да-да. Я просто записываю, в 2019 году, да, выступили инициатором изучения архивов от семинарии. Прозвучало. Вы, да? Ну, здесь так случилось, что мы просто сказать привлекли неправильно, сказать вовлекли тоже неправильно. Попросили Радика Равильевича поработать совместе с нами, с нашим институтом. И считаю, что это очень удачный опыт, какого не было до сих пор. И работая, основное место работы имеет там Институт истории имени Марджани, Академия наук Республики Татарстан. Он тесно работает и работает в нашем институте, в том числе, в мере возможностей, как совместитель. И это настолько удачная форма, что нам, ну это вот для коллег, для остальных тоже могу сказать, нам ведь мы не так часто имеем возможность выезжать в командировки, это затратно и материально, и с точки зрения организационной. И жить надо где-то, на что-то надо ехать, да. А здесь, по сути, вот наш коллега, он живет, работает в таком городе. Тем более сегодня законодательство абсолютно позволяет работать на удаленке, да, это уже законодательно определено Трудовым кодексом Российской Федерации, никаких проблем нет. И вот эту практику, конечно же, вот надо расширять. Абсолютно, потому что ну, невозможно все изучить. Вот мы говорим, да, фонды Никольского, они, конечно, у нас располагаются, конечно, да, в большей степени. И вот Галина Васильевна Тмакова, исторический наш государственный архив, мы тоже на договорных отношениях с прошлого года начали переводить на цифру, поскольку не было у нас своего профессионального сканера. А сканер мы на днях закупили. То есть, конечно, вот они переводят нам, допустим, фонды Никольского, за ними остается право пользования точно так же, а фонды у нас остаются, и в том числе на электронных носителях. Взаимовыгодное сотрудничество тоже, вот, дорогая.
Точно так же впереди у нас и архивы Симбирска, я прошу прощения, и Град-Свияжск, и Курмыш, и много-много другое, где мы что-то интересное всегда можем найти и находить, и будем находить, да? Вот. Наш коллега здесь, самарская, Екатерина Андреевна, присутствует, тоже нам очень много сильно помогает. Вот так и надо работать, других вариантов нет. Сейчас тем более технологии и законодательство, в общем-то, позволяют. Да, да. Спасибо за интерес. Интерес на самом деле. Говорят, ну правильно сказал Игорь Юрьевич, что философы должны управлять государством. Истинный философ, кандидат философских наук старосоветских времен, кстати, да, является депутатом Государственной Думы. Так что, кто услышал великого нашего философа, не нашего, великого философа, да, так это Россия, Российская Федерация услышала. Спасибо, Игорь Юрьевич, за интерес. Слово предоставляется Виталию Петровичу Иванову. Алина, большое вам спасибо за участие. Вызывают членов правительства. Искренне вам рады были. Спасибо большое. Проводите, пожалуйста. Да. Спасибо, спасибо. Виталий Петрович Иванов, главный научный сотрудник Института гуманитарных наук. Тема его выступления – это демографическое развитие чувашского народа в 20-м, начале 21 века. Особенности и проблемы. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Сегодня у нас напряженный график, поэтому приходится галопом по Европе, конечно, но очень хорошо, что у нас материалы наших выступлений уже опубликованы. Это прекрасно, можно ознакомиться непосредственно с текстами. Тем более у меня тема такая, цифр много, ничего с этим не поделаешь. Так что я некоторые только тезисные моменты могу сегодня рассказать. Но когда описывают какой-либо народ, даже в сжатой форме, как всегда, обязательно речь должна идти о численности этого народа, о территории расселения этого народа. Это обязательное правило. Все прекрасно мы это понимаем. Это касается особенно многонациональных государств, где проживают разные народы, имеют разные исторические территории. Мы убеждаемся сегодня в этом, следя за событиями на Горном Карабахе, Приднестровье, Юго-Восточной Украине. Поэтому тема, она важная, очень актуальная, считаю. И тем более, если касается чувашского народа, то с учетом того, что чувашский народ расселен дисперсно, рассеянно, это тоже имеет очень важное значение. Но среди народов России чувашский народ выделяется некоторыми своими особенностями специфическими. Вот я уже сказал, в части расселения и динамики численности. Тем более он является крупным народом России, в то же время крупным тюркским народом, но исповедующим православие. Это тоже привносит определенные нюансы. По переписи 1989 года численность в СССР Чувашии составляла 1 849 000 человек. Ну, я некоторые цифры буду называть округленно, поймите правильно. В том числе в Российской Федерации жили 1 774 000. И в СССР Чувашии составляли по переписи этого года по численности 16 место. А в Российской Федерации 4-е после русских, украинцев и татар.
Но согласно данным последней переписи 2010 года, она переместилась по данному показателю на 5-е место. Теперь составляет 1 миллион 436 тысяч человек. Ну, я уже сказал, что Чувашия один из наиболее дисперсных народов. 43 с лишним процента всего его числа проживает вне Чувашской республики. В 1989 году даже больше, 50% жили за пределами Чувашской республики. Ну, наиболее многочисленные и компактные чуваши живут, ну, многие из вас это знают, в Татарстане, Башкортостане, Ульяновской, Оренбургской областях. Значительные по численности группы чувашей находятся в ближнем зарубежье. В Узбекистане 14 тысяч, Украина 10,5 тысяч, в Казахстане 7 с лишним тысячи. Ну, в других странах их численность невелика, составляет приблизительно, конечно, в Туркестане, в Туркмении около 4 тысяч, в Таджикистане около 3,5 тысяч и в Белоруссии 1300 человек. Так, следующее, о чем надо сказать. Чувашия один из более чем весомо представленных в своей автономной республике титульных этносов, кроме чеченцев и ингушей. Они составляют в республике 67 с лишним процента ее населения. Кроме того, чуваши преобладают и в составе городского населения. Я вот про эти особенности специально оговариваю. Но к концу XIX века, имеется в виду перепись 1897 года, их численность в империи составляла 844 тысячи человек. Из них на территории, условной территории, конечно, современной Чувашии, проживали 542 тысячи, то есть 64 с лишним процента. Почти все чуваши, 99%, были расселены в губерниях европейской части России. Ну, я цифры не буду называть: Казанской, Симбирской, Самарской, Уфимской, Саратовской, Оренбургской губерниях. Практически все чуваши жили в сельской местности. В городах Волго-Уральского региона в 1897 году чуваши горожан было, ну, наверное, это интересно будет, зафиксировано немного. В Казани 501 человек, в Симбирске 303, в Самаре 87, в Уфе 40, в Саратове 26, в Нижнем Новгороде 30, в Оренбурге 34. В городах самого Чувашского края проживали всего 874 чуваша. Из них 439 в Чебоксарах. Вот такие данные для сравнения, с чего все начиналось, как говорится, автономия. С образованием в автономии в 2020 году и после преобразования в республику в 2025 определились административные границы условной этно-исторической территории чувашей. Вместе с тем автономия размежевала чувашей на две части. Ее титульный этнос, диаспорные группы, то есть две группы:
титульные этносы и диаспорные группы. По данным переписи 26 года, 69,5% чувашей проживали в Чувашской республике. 40% за пределами, около 40%. Ну, у меня очки другие, я перепутал, поэтому, извините, не очень легко читать. Но что касается изменения этнодемографических характеристик чувашей в целом по стране, то следует отметить, что по СССР их численность в период 26 по 89 год выросла на 60,6%. Вместе с тем, численность чувашей в самой республике за указанный период увеличилась в сравнительно меньшем объеме, всего на 35,6%. Объясняется это главным образом тем, что чувашское население республики все годы советской власти вымывалось миграцией за ее пределы. Замедленная динамика роста численности чувашей в самой республике в период до переписи 1959 года была обусловлена репрессиями и кампанией по раскулачиванию крестьянства в 30-е годы, потерями в годы Великой Отечественной войны и миграционным выбытием части населения за пределы республики. Неудивительно, что в 1959 году численность чувашей в республике была даже ниже, чем в 1939 году. Хотя по стране в целом их стало больше на 7,5%. Вот это вот эффект миграции. Немного. Я главное хочу сказать. Главное в чем заключается? В том, что, конечно, вот это выбытие сказывается на численности населения, чувашского населения Чувашии, миграционное выбытие, но в то же время происходит, как показывают последние переписи, деэтнизация. Она основана на ассимиляционных процессах и касается, прежде всего, городского населения. Я про диаспору даже не скажу. Диаспорное население чувашское 2-3 раза местами, ну, данные есть, сократилось за время после переписи 1989 года. Особенно поразительные данные дает перепись последняя 2010 года. Что получается? Получается, что чувашское население испытывает, но это не только чувашское население касается, вообще национальностей Поволжья и Приуралья, испытывает двойной как бы удар. С одной стороны, сокращается рождаемость, но это глобальное явление, общеизвестное. Это всех народов касается в наше время. А с другой стороны, происходит ассимиляция. Вот этот двойной удар, конечно, наносит такой большой большие потери, и они сказываются в ходе переписей большим сокращением чувашского населения. Я могу сказать в конце своего выступления, вот начиная с 1989 года, если исходить из прогрессии ежегодного показателя снижения, который имеется по периоду 1989-2002 годов, ежегодно на 10 тысяч человек сокращалось чувашское население, а с 2002 по 2010 год уже сокращение 25
по 25 тысяч человек ежегодно. Только следующей переписи, ну, ориентировочно у нас в апреле 2021 года будет перепись, показатель ежегодного снижения может составить порядка 50-60 тысяч человек. Следовательно, к очередной переписи чувашский народ потеряет 500-600 тысяч человек. В итоге численность тех, кто еще будет себя называть чувашами, составит 900 тысяч, 900 тысяч-1 миллион человек. Есть много оснований полагать, что это еще, возможно, достаточно оптимистический прогноз. Поэтому что надо делать? Вывод какой отсюда напрашивается? Надо работать. Вот сейчас, накануне переписи, это забота не только правительства, не только Чувашского национального конгресса, это забота всей общественности над тем, чтобы вести пропаганду, скажем прямо, многодетности семей. Это первое. И второе, надо наращивать усилия по укреплению культуры, этнокультурной, этнической идентичности, особенно в городах и среди молодежи. Здесь, наверное, присутствуют представители Мордовской республики. Вот в 2002 году Меркушкин, тогдашний глава, дал поручение всем чиновникам, взять командировки, выехать на места, в том числе и в диаспору, чтобы вести агитацию перед переписью в составе места мордовского населения. Велась работа, лекции, концерты, встречи, всевозможные выступления. Тоже одна из форм. Эта работа, она, думаю, должна проводиться и у нас. У меня, в общем, вот такие предложения. Спасибо. Время вышло, так? Спасибо за выступление. Давайте поаплодируем, скажем спасибо. Вот Игорь Юрьевич говорит мне, что некоторые сведения носят трагический характер. Я с ним абсолютно соглашусь. Игорь Юрьевич, как философ небольшой, к большому философу обращаюсь. Вы правы. В каком плане? Поскольку Виталий Петрович призвал работать и еще раз работать в канун переписи, а я сейчас посчитал у себя в уме. А знаете, что до переписи осталось меньше 9 месяцев? А как работать-то? Игорь Юрьевич. Уважаемый докладчик сказал, что работа должна вестись, и в его докладе прозвучало прежде всего в культурной сфере. Это доклады, это разъяснения, это просто призыв людей, народа к тому, чтобы они, извините меня, не стеснялись записывать себя чувашами. Понимаете? Вот это его мысль была. Но мне кажется, что здесь очень важно дополнить, и институт в этом плане, вот ваше уважаемое заведение, юбилей, который мы отмечаем, все-таки нам надо усиливать экономическую составляющую. Я абсолютно согласен. Игорь Юрьевич, отойдя от таких шуток, на самом деле Республику Мордовия, я помню те годы, насколько это была активно налажена и по всей Российской Федерации, экстерриториально работа именно по призыву на конкретных примерах, конкретных я помню, боксерах, известных людей, вплоть до патриарха Пимена и так далее, и так далее, и так далее. Аналогичная работа проводилась и в Башкортостане, но здесь, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, здесь была очень большая работа была проведена, даже, по-моему, чересчур большая работа. В каком плане? Коллеги, мы-то видим ведь сальдо рождаемости и смертности, да? Мы видим миграционные процессы, да, приезда, оттока и так далее. Это все налицо. И так получается, что один из наших народов резко подскочил вверх,
Ну, друзья, так не бывает в жизни. Так не бывает в науке. Я думаю, что коллеги согласятся. Это было такое в практике тоже. Это вот практика проведения переписей всероссийских. Да? Вот. Я сам непосредственно участвовал в переписи 2010 года этого века, уже будучи заместителем руководителя территориального органа Федеральной службы статистики по Чувашской республике. Да, знаем, что многие наши коллеги, историки, социологи знают, тоже участвовали. Поэтому здесь очень большая проблема, конечно, Игорь Юрьевич. И вот подготовительная работа, мне кажется, акцент именно на этом надо делать, подготовительная работа должна быть проведена. Она была проведена, да, она была определенным образом велась и в Чувашской республике, нулевые, перед переписью 2002 года. Но, насколько я помню, перед переписью 2010 года абсолютно ничего не было. А вот перед вторым годом это было. А здесь вот именно, Игорь Юрьевич, вот, мне кажется, основная мысль такая, конечно же, мне кажется, вот те периоды там стеснения, не стеснения и так далее, они, конечно же, проходят и прошли, потому что сегодня, собственно, никто никого и не стесняется, даже если представителям отдельных народов или этносов называть себя было не принято и даже опасно какие-то периоды советской действительности, да, то сегодня мы этим гордимся, это тоже нормально. Вот эта же трансформация произошла, этого сейчас нет, и сегодня, в отличие, скажем так, 70-х, 80-х годов, когда 90-91 годы были приняты основополагающие законы о языках, о культуре Чувашской республики. Игорь Юрьевич, ну вы же прекрасно помните, я был тогда депутатом Верховного Совета, вы последующий депутатом Государственного Совета, Николай Владимирович, они все-таки оказали свое влияние, и сегодня мы же слышим и чувашскую речь в городе, в городах, причем как-то так это, в общем-то, естественным образом это воспринимается. Конечно, есть и благоприятные тенденции, да? Вот мы сейчас, ушла, ее вызвали, Алла Леонидовна, министр, переговорили. Все-таки здесь много пластов, много проблем. Вот мы, в частности, переговорили о необходимости и о качестве наших учебных пособий, учебников, обучающих семинаров, материалов и так далее, и так далее, и так далее. Вот и главная проблема. Вот. На мой взгляд, одна из проблем – это вот отсутствие соответствующей методики. В то же время я знаю, какие методики существуют и применяют в Татарстане. По телевидению, по радио, иных средствах массовой информации. Да? Конечно, надо это аккумулировать, это надо изучать, синтезировать. И последний завершает свой монолог. Буквально на днях мы были в Йошкар-Оле с коллегами, институтами Мариэл, Мордовия, Татарстана соответствующими и истории, и археологии, и языка, литературы, искусства. И обсуждали как раз вот эти проблемы, и мы где-то как-то уже пришли к тому, что надо нам обобщая поднимать эти вопросы, эти проблемы, и где есть какой передовой, хороший, благоприятный, добрый опыт, надо его применять, естественно, надо его внедрять. А он есть, поверьте, у каждого региона, есть свои особенности, есть свои достижения, есть, конечно, и проблемы. Надо объединяться, и, собственно, вот, и даже вот в этом плане наша сегодняшняя конференция – это тоже попытка объединения всех, собственно, здравых сил, и то, что сегодня в конференции принимают участие не только историки, далеко не только историки, да, и задействованы, вот посмотрите, в материалах конференции, это и литераторы, это и фольклористы, это искусствоведы, и представители других общественных наук. Это нормально тоже, в принципе. Так что, Игорь Юрьевич, я рад, что наши депутаты Государственной Думы, Николай Владимирович, проявляете интерес, и поэтому давайте перейдем к завершающему выступлению пленарного заседания. Я с удовольствием... Здесь нюанс, коллеги, небольшой. Добрый день, Дина Ахмеджановна. Надеюсь, вы нас слышите и видите. Это доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра истории народа России и межэтнических отношений Института истории Российской академии наук Дина Ахмеджановна Аманжолова с выступлением «Федерализм. Национально-государственное строительство и культурная сложность общества в 20-е годы прошлого века». Видео выступление. Пожалуйста, включайте. Спасибо вам.
Если нас слышите и Уважаемые видите, друзья, Гида Ахмеджановна, поздравляю спасибо. вас с замечательным юбилеем. Мой доклад посвящен некоторым вопросам строительства Советской Федерации, и в том числе на примере Чувашской автономии. Проблему устойчивости полиэтнического государства и межкультурной интеграции граждан власть расценивала как ключевые в советском строительстве. Основные принципы и практические подходы к решению этой задачи определялись по мере развития государственности. Ленин поначалу считал необходимым отказаться не только от существа прежней экономической и социальной системы Российской империи, но и сложившейся структуры внутреннего устройства страны, отводя экономике главное место в разграничении территорий и регионов. Это обусловило и негативное отношение к федерации, якобы ослабляющее экономические связи внутри государства. Между тем, отрезвляющая реальность привела партию в 2018 году к признанию федерации. При этом большую озабоченность, как показали дискуссии на 8-м съезде, вызывала ключевая проблема, как совместить национальное самоопределение с общенациональной, то есть общегосударственной политикой и вертикальным управлением страной из единого экономического центра. Решением ее центру пришлось заниматься постоянно на всех уровнях управления, в общегосударственных, региональных и национально-территориальных структурах. В частности, в комиссии по районированию Калинин заявил, граница может быть и здесь, может быть и там. Какая река будет границей или будет какая-нибудь этнографическая граница, это вопрос мест. На местах к этому вопросу подойдут заинтересованные стороны. Мы же ставим перед собой принципиальный вопрос. Решение этого вопроса местные интересы должны быть целиком принесены в жертву. Мы должны иметь в виду интересы коммунистического строя. В связи с этими решениями, возможно, разгорелся конфликт между Чувашской и Марийской автономными областями, когда в 1921 году президиум ВЦИК решил передать левобережную часть Чебоксарского уезда Чувашии в состав Марийской области. Чувашия при этом включалась в состав планируемой Средневолжской области, которая в итоге образовалась лишь в 1928 году. Комиссия по районированию исходила не только из преобладания марийцев в уезде, но и необходимости выхода Вятско-Ветлужского района к Волге и управления запланированной электростанцией со стороны центра. В пользу Чувашии заключение дал лишь главлеском. Руководство Чувашии доказывало, что вопрос о приоритете экономической целесообразности нужно отделить от вопроса о культурной и национальной автономии, так как появилась претензия к пересмотру и изменению самих основ Федеральной Конституции РСФСР и даже великодержавия. В конфликте наглядно проявилась повсеместная проблема советского строительства, когда интересы коммунистического строя в рамках хозяйственной специализации межрегиональных экономических связей в огромной многонародной стране противоречили этническому картографированию во имя заявленных принципов национального самоопределения. Планы районирования не устраивали местные элиты. При этом сами руководители Чувашии признавали, что их область по экономической природе не имеет никакого практического значения, так как является экономической единицей обычного губернского типа и самостоятельной экономической политики не ведет. Но чисто теоретические подходы к районированию, предусматривающие отторжение лесных массивов по Волге, они расценили как вопрос жизни и смерти именно в экономическом смысле. В политическом отношении они считали такое решение противоречащим идее создания автономии в составе РСФСР, поскольку этнографический принцип разграничения ни в коей мере не должен идти вразрез с основными тенденциями экономики. А передача уезда в состав Марийской автономной области, пугали они, будет учтена населением как злостная провокация, способная породить контрреволюционное выступление. Наркомнац считал, что нет никаких оснований к пересмотру данного вопроса в пользу Чувашии и предложил пользование лесами регулировать на уровне Федерального земельного комитета, куда Чувашам надлежит обратиться. Так или иначе, Центр подчеркивал, провозглашенный советской властью принцип самоопределения должен быть сохранен, и экономическое районирование должно послужить базой для наивысшего расцвета автономных национальных объединений в хозяйственном отношении. Поэтому границы автономии при включении в экономической области не должны были нарушаться, а политические права и компетенции национальных объединений, предусмотренные декретами о них, не подлежат умалению. Экономическое районирование, говорилось далее, должно обеспечить мирное сожительство и братское сотрудничество всех национальностей и племен РСФСР, также и договорных дружественных советских республик. На местах, между тем, разворачивалась тяжелая затяжная дискуссия по поводу распределения управленческих полномочий и оптимизации хозяйственных связей, сложившихся чаще всего задолго до национального самоопределения. Понимание нового качества целостности граждан единого государства вызревало постепенно. Приоритет классовых критериев социального равенства формально должен был обеспечить равенство и национальное, но его фактическое наполнение происходило достаточно сложно. Власть пыталась активно и целенаправленно, занимаясь нациостроительством, нащупать такие инструменты, которые могли бы объединить граждан страны, разделенных внутренними границами и администрациями субъектов федерации.
При обсуждении Конституции СССР в 1923 году развернулась дискуссия о том, как совместить гражданство республик и СССР. Украинские руководители фактически были за двойное гражданство, против чего выступали представители Центра. Калинин, в частности, говорил: «Вы граждане громадной общесоветской территории, там все национальности сливаются, там вырабатывается новая государственность. Вы являетесь гражданами нового государства, небывалого еще в мире, государства СССР. Поэтому всякая национальность, поддерживая свою национальность, вместе с тем обязана проявить чувство, что он является гражданином СССР». По существу это был один из первых тезисов в пользу советской национальной общности, получившей затем название «Советский народ». В октябре 1924 года на совещании членов ЦИК и ЦИК СССР от автономных республик и областей РСФСР всплыл вопрос о правах автономии. При реорганизации госаппарата следовало иметь в виду различия между автономной республикой и губернией, которое заключается главным образом в объеме прав, а не в количественном составе госаппарата, а также вытекающие из индивидуальных черт каждой автономной единицы, ее экономики, административного деления особенностей. Классификация автономии проводилась, между тем, по формальному признаку. Довольно часто административно-территориальные изменения по всему СССР влияли не только на иерархию национальных государственных образований, но и на конкретную организационно-управленческую деятельность на местах. При этом верховенство классового подхода национальным считалось приоритетным. Так, секретарь ЦИК СССР Янукидзе подчеркивал: вопросы о государственных формах существования отдельных наций для нас производные, зависящие от вопроса о классовых взаимоотношениях. Мы не строим также фикцию о децентрализованной федерации, как панацея от закабаления народов. Он обвинял автономию в центробежных тенденциях, которые содержались в проектах Конституции автономных республик, представленных Президиумом в ЦИК. Некоторые положения в них трактовались на основе отвлеченных предпосылок национального самоопределения, а не классовых требований текущего момента, считали в Центре. В целом, речь шла о урегулировании вопроса о разделении госбюджетов и их создании для автономных республик, уточнении бюджетных отношений между ними с учетом удельного веса отдельных автономий в экономике федерации, более справедливого распределения средств на культурные и хозяйственные нужды с учетом средней по РСФСР нормы. Ставился вопрос о создании предприятий в регионах с сырьевой базой. И комиссия Политбюро ЦК ВКПБ о строительстве РСФСР и национальных республиках и областных органов в составе РСФСР, работавшая в 1926-1927 годах под председательством Калинина, провела серьезную дискуссию по этим проблемам. Так, по предложению подкомиссии по конституционным вопросам было решено согласиться с необходимостью установления точных прав автономных областей и автономных республик. Считать основным признаком автономной области признание официальным языком на данной территории языка данной национальности, наличие отступлений в области суда, системы народного просвещения и школ, санкций центральной власти. Основными признаками автономной республики считать некоторую совокупность прав верховного суверенитета, выражающихся в том, что некоторые акты законодательной власти могут получать силу не иначе, как через законодательные центры автономной республики. Критерием перехода автономной области в автономную республику является определенная степень экономического, культурного и политического состояния данной национальности. При этом считать целесообразным постепенный переход автономных областей в автономные республики каждый раз по решению в ЦИК. Калинин подчеркивал, что наша Конституция дает автономиям такие права, каких во всем мире никому не дают. Но РСФСР занимает худшее положение, тогда как союзные республики, прежде всего Украина, пытаются потрошить само существо Союза в своих интересах. При этом по-прежнему возникали сомнения, какова должна быть иерархия автономии в советском государстве. По мнению бывшего главы Совнаркома Татарстана Мухтарова, является насущно необходимым рассмотреть вопрос о некоторой нормализации основного подхода при создании той или иной формы национального самоопределения. Чем определяется присвоение того или иного наименования и тех или иных прав данному национальному самоопределению? Ведь не количественным размером этой национальности. Она должна определяться степенью культурного и хозяйственного уровня данной национальности. Например, в прошлом году была преобразована в автономную республику Чувашская область. А рядом лежит такая же область Водская. Как объяснить, что она не может быть преобразована тоже в республику? Автономии выросли, поэтому надо предоставить им больше прав и децентрализации, а не низводить их на положение культурно-национальных автономий. Между тем, секретарь ЦК ВКПБ Кассиор в ответ заявил: по-вашему, выходит так, что надо все автономные республики превратить в союзные, а автономные области в автономные республики. На это мы можем вам дать ответ. Заседайте сколько хотите, и ничего не выйдет из этого. Это совершенно безнадежное дело. По-моему, ошибка с Чувашской республикой делом не должна повториться. Когда говорят, что болеют Конституцией, то говорят это потому, что им кажется, что как союзная республика, они ближе придвинутся к союзному сундуку. У РСФСР раньше действительно ничего не было. Только теперь положение улучшается.
В марте 1927 года Политбюро приняло решение упростить советский хозяйственный аппарат национальных республик и областей, в первую очередь путем сокращения числа наркоматов и слияния некоторых из них в объединенные. В автономных республиках слияние совнаркомов с президиумами ЦИК не допускалось, зато в автономных областях эти органы ликвидировались и заменялись облсполкомами. Сокращение аппарата, обусловленное острым дефицитом средств на индустриализацию, не означало сокращение прав национальных образований, а освобождавшиеся средства надлежало направить на нужды школ, больниц и местной промышленности. В проекте выделялись вопросы отношений Союза и РСФСР и более подробно отношения между РСФСР и автономными республиками. Плановые, бюджет, финансы, промышленность, сельское хозяйство, торговля, кооперация, организация аппарата и другие. Можно считать, что комиссия пошла навстречу наиболее принципиальным требованиям автономии. Между тем, сложности в управлении сохранялись, конечно. Председатель Госплана Коржановский писал в ЦК партии в декабре 1927 года: чем больше число управляемых единиц, чем разнообразнее они по предметам ведения и объему территории, чем сложнее передаточная цепь управления, тем менее эффективно управление, тем больше затрата сил и меньший полезный результат. Янукидзе в январе 1928 года заявил: единообразие в районировании сразу же упрощает управление. Показательно, что и национальные руководители выступали за оптимизацию управления, что могло не только облегчить их работу, но и способствовать большей социально-экономической консолидации субъектов федерации в единое целое. В январе 1928 года в ЦИК провел совещание по вопросу о пересмотре системы управления в автономиях. Вскоре вышло постановление о расширении прав автономных социалистических советских республик и областей и упрощении порядка прохождения дел, возбуждаемых ими в высших правительственных органах РСФСР. Так, автономным республикам госбюджет республик включал госдоходы и расходы по их необъединенным наркоматам, по объединенным наркоматам, по всем учреждениям РСФСР, находящимся на территории автономии. Правительством автономных республик предоставлялось право перераспределения в пределах утвержденного общего штатного контингента штатов по отдельным наркоматам. В области внутреннего управления автономным республикам предоставлялось право окончательно разрешить вопросы перенесения волостных центров, переименование отдельных населенных пунктов, не имеющих железнодорожных станций или почтово-телеграфных учреждений, перечисление селений из волости в волость, выделение, слияние, разделение сельсоветов, установление изменения низового административного деления автономных республик. В том же году Политбюро ЦК утвердило условия вхождения автономных республик в состав районированной области или края. Предусмотрено начало добровольности, право выхода, незыблемость Конституции АССР и культурно-хозяйственный рост и национальное развитие в составе нового региона. Единство хозяйственного плана края для входящих в него АССР, как и подчинение парторганизации республики и профсоюзов, комсомола, кооперации, соответствующей краевой структуре. Итак, Центр осуществлял управленческие и территориальные трансформации с учетом общегосударственных задач социально-экономического развития, стремясь реализовать принципы национального самоопределения и достижения целей фактического равенства народов. Формирование федеративного облика советского государства потребовало учитывать сложившиеся межрегиональные, хозяйственные, социально-культурные связи, границы и межкультурные коммуникации. Впервые создавалась принципиально иная структура – национально-государственное образование, которое не только реорганизовало наличный багаж, но и давало импульс рождению новых инструментов и системных звеньев, призванных обеспечить устойчивость политического государства, предложившего собственные политические, идейные, социальные ценности и нормы. При этом фактически этнокультурная сложность общества была повсеместной и не позволяла простыми административными мерами совмещать политику национального равенства и модернизационный рывок для всех народов с одновременно заявленным курсом на межэтническую интеграцию. Всеохватные преобразования неизбежно порождали разнообразные коллизии в настройке отношений между центром и автономией, урегулирование которых было связано со спецификой культурно сложного общества и его представителей в составе руководства страны и этнических элит. Спасибо за внимание. Спасибо. Вот в таком режиме тоже приходится работать. Вы знаете, Москва почти закрыта. Спасибо, Дина Ахмеджановна. Надеюсь, вы нас слышите и видите еще раз. Спасибо за участие, спасибо за хорошее выступление. Коллеги, мы в графике, осталось буквально несколько минут. В оставшееся время, если не возражать, я бы хотел попросил выступить коллег, депутатов Государственной Думы, что называется, с одной стороны, взглядом изнутри, а с другой стороны, взглядом со стороны, да, Игорь Юрьевич? Я думаю, это будет правильно. Николай Владимирович и Игорь Юрьевич, кратко, впечатлениями о происшедшем, о происходящем сегодня мероприятии. Пожалуйста, если можно.
большое спасибо организаторам. Я думаю, что у всех, наверное, таких материалов будет. Поэтому успехов и большое спасибо за то, что сегодня происходит, то, что мы делаем. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хотел бы сказать о внешних впечатлениях по работе в Государственной Думе Российской Федерации. Здесь часто звучало сравнение с соседними нашими республиками. Это звучало и наименование Мордовии, и Татарстана. У меня сложилось впечатление, вот там у них, если я не ошибаюсь, 8 депутатов Государственной Думы от Татарстана. У них есть особенности в работе. Они как-то вот так стремятся меньше светиться, меньше выступать, но они больше всего работают конкретно с министрами. Они ездят лично в министерство, в ведомство, лично встречаются, лично ведут переговоры. Поэтому вот с Анатолием Геннадьевичем и Николаем Владимировичем тоже, как уже человек, давно присутствующий в Государственной Думе, мы здесь должны у них учиться. То есть непосредственное общение с министром строительства, с министром экологии, с министром образования. В последнее время были предприняты определенные условия, чтобы ряд министров федеральных побывал и на территории Чувашской Республики. Вот этот опыт очень ценен. Потому что действительно одно дело по электронному письму выслать какую-то просьбу, пожелание, на него ответить чисто формально, совершенно по-другому звучит просьба, и она остается в памяти у чиновников исполнительной власти, если ты с ними общаешься. Что касается сегодняшнего нашего момента, то сейчас вот мы запросили материалы по бюджету нашей Чувашской Республики, которые отражены в федеральном бюджете. То есть есть национальные программы, есть федеральные программы. Значит, какое количество средств по всем программам в совокупности планируется выделить для Чувашской Республики. И мы сравниваем сейчас те средства, которые выделяются нашим соседям, республикам, которые прежде всего в Приволжском федеральном округе расположены, и какие средства предполагается выделить Чувашской Республике. Потому что потом уже мы едем и говорим, что вот здесь средств надо было бы прибавить, и мы аргументируем, почему это необходимо сделать. Потому что, вот как выступление последнее из Москвы было, и здесь это уже непосредственно обращение и к нам, как депутатам Государственной Думы, и к вам, как к людям, которые создают идеологию, создают научную мысль национальную на территории Чувашской Республики. Это прямое обращение к вам. Значит, необходимо аргументировать, почему нам нужны эти деньги по линии образования, по линии здравоохранения, по линии помощи нашей промышленности, по программе «Большая Волга», потому что мы живем на берегу Великой реки Волга. И здесь я бы хотел сказать, прежняя идеология была, она исчезла, но кто скажет, что сформирована новая идеология развития? Вот почему, допустим, в Казахстане там, так сказать, безболезненно прошел процесс формирования власти? Потому что там более или менее мононациональная республика. Вот единый казахский народ, они, значит, не собираются там устраивать на весь мир какие-то разборки, а наше российское государство – это государство народов, в котором ни один народ не должен быть обижен, в котором все интересы народов, живущих на территории, особенно по Волжье, где особые интересы сейчас имеет и Турция, опять они, значит, возникли эти интересы здесь, на территории Поволжья, чтобы здесь была справедливость. И вот формирование, вот, ну кто будет еще формировать
новую идеологию, с которой чувашский народ пойдет дальше по истории. Это только ученые наших учебных заведений, высших учебных заведений. Поэтому прежде всего, вот, что бы мне ни говорили, я уверен и убежден в том, что необходимо материально укреплять труд этих людей, чтобы он оплачивался хотя бы более или менее прилично. И, конечно, вот это институт. Потому что в Татарстане Академия наук, а у нас, значит, вот скромные институты на уровне, значит, вот института необходимо эти вещи все производить. Еще и еще раз я настаиваю на том, что, хотя, к сожалению, я плохо владею, ну, понимаю там, что говорят чувашским языком, но я убежден, что именно развитие языка, именно его защита – это та отправная точка, которая сейчас может быть ну, опорой, той точкой, от которой пойдет формирование идеологии. А больше некому создавать. Только те люди, которые живут здесь, вот они должны... Ну и, конечно, последнее выступление чем ценно? Процессы организационного, бюрократического, государственного строительства, как они шли, так они и продолжаются. Государство, какое бы оно ни было, в какой бы форме оно существовало, и имеется в виду чувашское государство, оно есть, оно существует. И Петр Степанович абсолютно верно сказал, что оно и будет существовать. Какое-то вот переформатирование, вот Малов Николай Ильич правильно сказал, которое предлагает Жириновский, оно неприемлемо. Это приведет к беде, вот эти все разговоры. Поэтому сейчас это не только итоговая конференция, не только итоговая, это важнейший этап длительного, трудного, тяжелого процесса, самых главных вещей в развитии чувашской государственности. Это национальное самосознание, оно живо, оно развивается, оно не стоит на месте, и это продолжающийся проект государственного строительства. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, вот тот оптимизм, который исходит от Маяковой Григорьевича, заслуживает уважения. Вот так и нужно говорить. А то трагически. Спасибо. Спасибо, Игорь Юрьевич. Коллеги, я думаю, что вы согласитесь, что у нас сегодня получилось в пленарном заседании 4 доклада, а гораздо больше. Гораздо больше. Значит, далее мы работаем по графику, мы укладываемся во времени. Секционные занятия начнутся в обозначенные программой часы и в аудиториях, которые указаны в программе конференции. А сейчас, коллеги, еще раз благодаря за участие, за пленарном заседании, я скажу так, что сейчас есть предложение от депутатами Государственной Думы, всем нам, вот, на крылечке со стороны Ивана Яковлевича Яковлева памятника на ступеньках вот этого храма культуры сделать общую фотографию. Нет возражений? Все, выходим. Спасибо.